Если придет гибель моего сына из-за этой любви, ты больше никогда не увидишь моих слез. Приехали издалека увидеть тебя. Оказывается, ты обыкновенный, как все. Да что же у меня особенного? Это я убил твоего сына. Закон, гор, гласит. Не будет больше крови на этой земле. Кто это сделает, пусть найдет меня в горах. Не бывать смертям больше. Я отменяю кровную месть. Поворачивайте коттедж в село! Переступив ограждение, Буба нарушил один из главных заветов горцев – не вступать в чужой участок. Возможно, именно этим действием он положил начало процессу, который его все больше отдалял от домашнего очага. Что еще ты хочешь мне сказать? Уходи, или я позову отца. Я как раз еще с ним встречу. Уходи, я сейчас закричу. Не до этого. Это ничего не решит. Нам надо поговорить. Уходи. Пропади, Буба. Дай мне жить. Дай мне время, Шахов. Умоляю тебя, дай мне время. Вечером я буду в саду. Постучу камнем 3 раза. А сейчас уходи.
явно необдуманные обещания от девушки, он вовсе себе не давал отчета, к чему это может привести. Он опять поддался в мир своих иллюзий и мечтаний. И никак думать не хотел, как к этому будут относиться ее родители. Никакой романтической встречи у них не получился. Мать девушки обнаружила, что дочки дома нет. Она разбудила мужа. Отец девушки сначала не осознал, что произошло, а потом пришел в ярость. Умудренный опытом жизни мужчина действовал терпением и взвешенно. Он не поддался эмоциям. Он быстро оценил, что от этого наглеца можно ждать что угодно. И силы не равны. И нашел испытанный хороший метод. Бубель некуда было убежать, тем более рядом с девушкой. Он уже осознавал, что в грани того, что все потеряет. И он смело шагнул навстречу своей опасности. Собаке не удалось долго сопротивляться. Буба, задушив его, положил на землю и ушел. Ужас Амирхана утром невозможно было представить. Бубу все сложилось страшным образом. Понятно было, что завтра Амирхан что-то предпримет, а ему придется держать ответ. Влияние Амирхана на односельчан был очень высокий. Да, и он был прав по всем меркам, а Буба мог бы рассчитывать максимум на поддержку матери, что было абсолютно непозволительно. И он направился в гору,
другу покойного отца, пастуху Мурсалу, посоветоваться или прятаться от проблемы. И старый мудрый пастух его принял удивлением. Он послушал его рассказ и произнес: «Ты спутался, парень». Это было перефразирование одного из законов горцев. Горцу нельзя войти в ситуацию, которого он не управляет, он не понимает, что к чему. А Буба оказался именно в такой ситуации. Положение Бубу он знал не понаслышке. Он сам в его годы испытывал что-то подобное страшным образом. Почему ты так жаждешь смерти? В годы юности он после учебы вернулся в родное село. Тогда еще существовал родовой уклад жизни. Много семей из одного рода жили вместе. И он полюбил дочку дяди. И она ответила ему взаимностью. Они скрывали свои чувства, находили тайком моменты, чтобы выражать друг другу свои эмоции. Но не удалось долго прятаться. Грянул гром, отец выдал дочку за другого. Она не выдержала, повесилась, и Мурсала осталась уйти в горы и пасти стадо. И через свою трагедию он осознал главное. Сейчас он, находясь в горах, ждал только смерти. Неужели нет никакого выхода? Подумал он, сказал: у тебя есть два выхода. В деревне тебе дорога закрыта, ты можешь только жить в горах, а здесь живет или разбойники, или пастухи.
Разбойники, смерть Буба страшно не любил. Ему оставалось только пасти баранов. В своем стремлении достичь недозволенного Буба нарушил один из основополагающих законов гор. Не спутайся. Его ошибка приведет его к ситуации, когда придется ему разрешить более запутанную ситуацию. И здесь он останется лицом к лицу другим законам гор. Не отвлекайся от сути, когда ты решаешь главные задачи. И об этом в 3-й серии.